На протяжении многих лет медиафорум «Диалог культур» является крупнейшей международной площадкой на территории России для обмена мнениями и профессиональным опытом между представителями традиционной журналистики и новых медиа. В этом году я надеюсь, что мы сделали такую программу, что участникам будет интересно. Было замечательное выступление, если вы помните, главных редакторов: Андрея Мелехина, Рамира, Райчева, великого философа из Болгарии, молодые журналисты, которые представили, австрийцы, там, испанцы, свои проекты, выступления наших других журналистов. Главное, чтобы вам было интересно. Если вам интересно, если вы захотите на следующий год приехать сюда, значит, форум состоялся, и мы не зря собрались. Преодолев путь в сотни и тысячи километров до Санкт-Петербурга на остановке «Эрмитаж», молодые журналисты, вне зависимости от национальной принадлежности, становятся участниками крупнейшего медийного события и совместными усилиями ищут ответы на медиавызовы, создают свои трансграничные проекты, перенимают опыт коллег из разных стран мира, приобретают новых друзей. «Диалог культур» в Петербурге проходит уже 13-й год подряд. Но вот участник из Индии Ануч Мидхави здесь впервые. В северную столицу он привез свой фотопроект, отражающий быт индийского народа. Это интересно, потому что описывает рабочие будни простых людей в Индии, и люди могут увидеть, как протекает повседневная жизнь. Участница форума Пратиба Синг Пану тоже из Индии, но ее работа, представленная на выставке, носит мифический характер. В чем и заключена прелесть экспозиции. Она учительница, а это ее ученица. И она отнеслась к ней как к дочери и попыталась воплотить ее идею в жизнь. Это и фотография, и использование фотошопа. Это то, как выглядела ее идея, как в ее воображении, и то, что она хотела изобразить. Фотовыставка «Я здесь живу» собрала десятки работ, как и фестиваль документального кино, проходивший в рамках медиафорума. Журналисты не только представляли свои работы коллегам, но и не скупились делиться опытом, проводя различные мастер-классы. Это уникальная возможность общаться с журналистами из других стран, перенимать опыт. Ну и, конечно же, обмениваться хитростями работы. Заключительной частью форума стал диалог на практике. Участникам были организованы рабочие экспедиции. Те, кто не поехал в Великий Новгород и Выборг, остался любоваться Петербургом. Это мега красиво. На самом деле это большая честь находиться здесь и снимать такую красоту. Архитектурные памятники, тут все красиво, все замечательно. И вот у меня просто глаза разбегаются, чтобы это все успеть снять. Форум на самом деле оказался очень интересным, потому что столько людей, столько национальностей, столько стран оказались в одном месте, в одном зале музея, и все они имеют возможность не только общаться друг с другом, что, несомненно, очень важно, но и смотреть на искусство, причем здесь собрано мировое искусство. Это очень интересно, и люди смотрят, они наслаждаются, они видят как Россия прекрасна, и что сюда можно возвращаться и возвращаться. И точно так же для журналистов, которые приехали, для них это площадка для общения, они могут общаться и делиться практиками. Медиафорум молодых журналистов завершен. Ежегодно, подводя итоги работы, организаторы вручают деятелям культуры и представителям СМИ знаки за весомый вклад в диалог культур. От имени Международного сообщества журналистов и Государственного Эрмитажа в этом году награду получили веб-сайт Russia Today, российская газета, канал «Культура» и дирижер Владимир Спиваков. 13-й международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» завершился торжественным посвящением участников форума в друзья Эрмитажа. Лана Апшилава, Артур Каландя. Специально из Санкт-Петербурга для Абхазского телевидения.